Республика Коми отметила День России и День города Сыктывкара. С самого утра на главной в столице республики площади Стефановской развернулась выставка продажи лета-2021. Были представлены товары не только из Коми, но и из Вологодской, Саратовской, Липецкой, Архангельской, Московской и Кировской областей, а еще Татарстана, Чувашской республики и Ставропольского края. Развернулась на площади и городская ярмарка хендмейда «Феерия творчества». Свои работы представили народные умельцы столицы. И пока взрослые выбирали яства, малыши могли покататься на каруселях, электромашинах и вдоволь попрыгать на батуте. Ну а завершился двойной праздник концертом. Торжество прошло в Государственном театре оперы и балета Коми при строгом соблюдении противоэпидемиологических мер. Символично, что свой день рождения столица Республики Коми отмечает в день празднования одного из самых важных государственных праздников страны. Сыктывкар, Республика Коми всегда были неотъемлемой частью нашей большой, многонациональной и великой державы. Жители Сыктывкара всегда отличало стремление добиваться самых высоких результатов в труде, в спорте, культуре и искусстве. Сыктывкарцы вписали немало славных страниц в историю нашей страны, несли и продолжают выносить значимый вклад в развитие Республики Коми и России. Именно люди всегда были, есть и остаются самым главным богатством нашей республики. Я благодарю всех, кто неравнодушен, кто активно участвует в общественной жизни, кто каждый день созидательным трудом преображает свой город, свою республику, свою страну. От всей души желаю всем нам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над нашей страной и над нашей малой родиной. Гостями торжества стали активисты ветеранских движений, почетные граждане, дружинники, старосты пригородных поселков, представители общественных объединений, активные жители города. Некоторым из них на торжественном мероприятии Владимир Уйба вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Коми. Так, указом президента почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено Виктору Напалкову, преподавателю гимназии искусств при главе Коми имени Юрия Алексеевича Спиридонова. А заслуженным работником Коми стал тренер по боксу спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 Михаил Мартынов. Чествовали и новых почетных граждан Сыктывкара. Посмертно звание было присвоено ученому-историку, главному редактору мартиролога «Покаяние» Михаилу Борисовичу Рогачеву. Еще один почетный гражданин столицы Коми – основатель национально-культурной автономии Беларусь в республике, экс-министр местной промышленности Коми АССР Аркадий Степанович Крупенько. После официальной церемонии на сцену вышла исполнительница народных песен Марина Девятова. Изначально планировалось, что концерт будет уличным, но по рекомендации Роспотребнадзора от проведения массового концерта решили отказаться.